Причина не в неосторожности. Следственный комитет Петербурга прекратил расследование гибели 5-месячного Умарали Назарова. Силовики считают, что знают настоящие обстоятельства смерти малыша. Он погиб в прошлом году. Тогда его и родителей выселили из нежилого дома на Лермонтовском проспекте, доставили в полицию. Семью разлучили. Ночью мальчика забрали медики и уже в центре имени Цимбалина, по официальной версии, он умер. Согласно выводов проведенной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка является цитомегаловирусная инфекция. Установлено было, что он родился недоношенным, имел истощение иммунной системы. Врачом-педиатром и другими специалистами ребенок не наблюдался. Хотя его матери при выписке из роддома были даны соответствующие рекомендации, при соблюдении которых указанная инфекция могла быть выявлена ранее. Хотя первоначально рассматривали другую версию. Под подозрение попали официальные представители власти, те, кто арестовывали мигрантов, а потом держали их в отделении полиции. За следствием следил детский омбудсмен. Тогда это был еще Павел Астахов. Обстоятельства гибели Умарали выясняли больше года. Согласно выводам следователей, в гибели 5-месячного Умарали Назарова ни медики, ни полицейские, ни сотрудники управления Федеральной миграционной службы не виноваты. Якобы все они действовали согласно своим инструкциям, и просто обстоятельства так сложились. Получается, вину перекладывают на родителей мальчика, но они предстать перед российским правосудием в ближайшее время точно не смогут. Еще в прошлом году семью депортировали на родину. Матери Зарине Юнусовой запретили въезд в Россию на 5 лет. Сейчас она вместе со своими родителями живет в кишлаке Кандак. Там не верят, что мальчик погиб из-за болезни. Ребенок не был больным, что бы там ни говорили. Посмотрите фотографии. В Петербурге тоже не все верят, что причина смерти Умарали – это заболевание и сопутствующие осложнения. На прошлой неделе в память о мальчике провели митинг на Марсовом поле. Требовали наказать виновных. Причем требовали в основном активисты из числа местных жителей. На встречу у Вечного огня пришли всего несколько мигрантов. Знаете, я думаю, что они боятся. Я думаю, что они боятся, что у них будут проблемы, что им будет еще хуже. Они и так чувствуют себя, к сожалению, людьми бесправными, людьми второго сорта, с которыми можно сделать все, на котором любой полицейский, любой чиновник может безнаказанно измываться, ничем не рискуя. Хорошо, если удастся откупиться, а может быть и не удастся. Год назад, когда это все случилось, таджикское консульство тоже не проявляло чудес храбрости, я так скажу, и чудес активности. И старалась всячески уходить от этой ситуации, старалась не высказывать никакого публичного возмущения, не обострять и так далее и тому подобное. Меня это крайне удивило, я это лично наблюдал, когда принес цветы консульству Таджикистана. По словам родных Зарины Юнусовой, поддержки у властей она не нашла и в Таджикистане. Девушка в глубокой депрессии. Утром просыпаюсь, а мой ребенок у меня перед глазами. Везде его вижу. Юрий Баранюк и Александр Рябов. Настоящее время. Санкт-Петербург.